Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам в гости пришел преподаватель специальных дисциплин колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой Стас Петрович Олесов. Стас Петрович, приветствую. Познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы называем кулинарное ток-шоу нашу передачу, наш телепроект. С чем к нам сегодня пожаловали? Добрый день. Сегодня я буду готовить мясо по-французски. Так. Я вообще, на самом деле, редко готовлю, но вот единственное блюдо, которое я, скажем так, мое коронное, скажем так, блюдо. Я всегда, вот если какие-то праздники, я готовлю обязательно вот это блюдо. А почему именно это? Почему? Потому что это со студенческих лет. Угу. Когда я учился в Санкт-Петербурге, в университете, почему-то в столовой я всегда брал вот это блюдо. Мне, скажем так, были, да, разные блюда, но я почему-то всегда покупал именно мясо по-французски, именно с ананасом. Именно с ананасом? Именно с ананасом. Ага. А потом в последующем, когда я уже приходил, скажем так, те, кто выдавали вот блюдо, например, они сразу говорили: вам как обычно? А уже знали, что да. Нет, и, соответственно, получается, то, что в студенчестве понравилось, научился готовить. А потом набил я руку. много смотрел, как готовится это блюдо. И потом пробовал сам. Конечно, первый раз, наверное, не получилось, а потом через некоторое время уже как бы... Да, и начало получаться, да? Ну, я знаю, что много интерпретаций есть. С чего начинаете вы? Обычно бывает, я иногда готовлю, беру свинину, иногда бывает курица, филе, но часто я именно свинину беру. И, соответственно, свинину начинаю. С нее, то есть с мяса начинаем? Да, с мяса начинаю. Хорошо, давайте мы отложим в сторонку. Начинаем, да? Да, конечно, начинаем, потому что нам же, я так полагаю, нам нужно все подготовить и, соответственно, в духовку заложить. И какое-то время ждать, да, потому что у нас эфирное время, мы часто говорим, не резиновое, поэтому давайте начинать. Давайте. Срезки мяса. Да, режем мясо примерно где-то 7 миллиметров там и так далее, чтобы... Примерно 7 миллиметров. Ничего себе, примерно 7 миллиметров. 8 уже не канает. Может быть, да. Почему? Потому что, кто как хочет, наверное, если кто-то мясо хочет вообще, да, вот. Побольше, соответственно, может быть. Ну, то есть 7 миллиметров это тоже неспроста звучит, скорее всего, это для прожарки, для полной готовности. Мясо же, свинина же быстро готовится, да? Относительно, да. Относительно быстро, да. Она как и жеребятина, тем более, что она у нас уже оттаявшая, готовая к приготовлению, не мерзлая и все прочее. То есть готовки, получается, такой специальный такой проектный подход, технологический цикл, да, свой? Да, набивали руку, уже говорили. Не так, конечно. Не, в первый раз же, говорите, не получилось, соответственно, потом уже... Да, а почему готовки говорите, что не любите? Не умеете, да? Я вообще, скажем так, времени не хватает для того, чтобы там дома что-то делать. Я обычно в 7 утра выхожу из дома, а возвращаюсь только где-то к 10 вечера, поэтому практически... И все время на работе? Да, на работе. Очуметь. Так, ладно, тогда сразу первый вопрос. Вообще, вот как начиналась трудовая деятельность, учебная деятельность, то есть... И вообще, чьих вы будете? То есть это наша первая рубрика. Немножко расскажите о себе. Как вы дошли до жизни такой? В 7 утра из дома надо выходить, и в 10 утра приходить. Это чем вы таким-то занимаетесь-то? Мне кажется, каждый творческий человек, который занимается творчеством, наверное, и так и живет в таком ритме. Да, нет, я прикалываюсь, Стас Петрович. Я понимаю. Да, давайте. И, скажем так, после того, как я, окончил школу, я поступил. А где учились? Я в Среднеколымске, поселок Висардах, я там закончил школу. Это моя малая родина. Вот, и всегда, конечно, с теплотой вспоминаю школьные годы, детские времена, своих друзей, своих одноклассников. После школы я поступил в колледж культуры и искусств.
где сейчас я Сюда работаю. же. Да. Тогда был культпросвет. Ну нет. Я уже был культпросвет, да, Колледж потому что вы культуры. назывались Да, культпросвет на Петра Алексеева. Да, ну Петра Алексеева учились. Почему? Вот, это интересная, очень интересная такая история. Так. Когда я приехал, я должен был поступить на физкультурное. Фо. Ну да, или это... Ух ты. Это тогда ЯГУ же было. ЯГУ, да. Да. Ну, да. Или ЯГУ, Педфак. да, или... ЯПУ-1, да. На физкультурное отделение. На физкультурное Ну, отделение. то есть, как бы, неплохо был в спорте. Да, я как бы в Ойсердахе, вот у нас в деревне, да, я боролся. И мне кажется, неплохо боролся, потому что занимал первые места. Побеждал всех. Ну, не всех, но да, вот до 10-11 классе всегда вот выигрывал. Ну, то есть вольная борьба, да? Да, вольная борьба. Ага. Потом после этого приехал в Якутск, скажем так, тогда вот дети Азии были, первые дети Азии были. И в многих местах я опоздал, то есть не смог поступить. А потом... Самолет долго летел. Ну, там проблемно всегда лететь. Ну да, я и говорю, да, логистика у нас, да, будь здоров, конечно. Тогда еще труднее было наверняка. Конечно, даже сейчас так, я вот недавно, билет дорогие, все прочее. 5 лет назад, что ли, ездил, тоже очень надолго застрял. Не. Потом приехал и у тети жил. Это мамина родная сестра. И получается, единственный, вот потом вопрос стал, да, например, я после 11 класса, куда бы поступить? Куда бы поступить? Ну, Да. а поступать вроде как, раз уж прилетел, Да. приехал в город, надо что-то, куда-то идти, да? Что-то надо делать, я вообще город не знаю, ни разу не был в городе. И получается, единственное место, где тетя знал, это колледж культуры. И мы пошли туда, я вообще понятия не имел, что такое колледж культуры. Какая культура, я бороться хочу, да? Да, так и было на самом деле. Ну, потом, скажем так, честно, да, когда я зашел в колледж культуры, наверняка знаете, да, Петра Алексеева. Да, вот. да. Уже какая-то своя аура, своя атмосфера там. Ну, да. там, да, когда я первый раз зашел, я подумал, да, тетя говорит, а может это не поликлиника? Я спросил, это не поликлиника? Вроде колледж культуры написано было. А потом там вахта сидела. И спрашиваю, колледж культуры? Она говорит, да. И мы в приемной комиссии сдаем документы. И вот так и поступила на самом деле. Очуметь. Вот. Да. А потом... Не, ну как бы два разных, я понимаю, там пришел на химика, поступил в физике, да, а тут ФО и культура. Да, как говорится, где тут грани соприкосновения? Первый год, наверное, было такое, что я думал, что я как-то один год отучиться, потом бросить. И потом как бы, да. раз уж как бы это. Да, а потом вот на первом курсе в декабре мои педагоги, это Светлана Александровна и Егор Ильич Неустроевы, они создали такой ансамбль «Бабочка Лахолотер». Да. Ага. Тогда у нас гастрольная деятельность началась, концертная деятельность. И мне все оказалось, что и неплохо и поете. Да. Кстати, стало быть. Да, вот и с этого момента, наверное, я полюбил это дело. Многие звезды же тогда «Бабочка Лахолотер» да, начинали, по-моему. Тот же Байбал, Лекес. Да, они первый состав, да. А мы второй состав. Вы второй состав. Да, второй состав. И тоже много гастролировали, много выступали, клипы снимали. Вот. И еще один мой педагог, это Владимир Ильич Заболоцкий. О, ну вообще крутые. Да, вот, крутые педагоги у меня. Крутые, так. С крутыми педагогами. Которые, может быть, даже человека, который и не умеет петь, чуть-чуть с данными могут научить. Было бы желание, как говорится, да? Да, самое главное желание. Ну да. Ну, они сами так и говорили, самое главное желание. Так, вот и закончил так и благополучно. То есть второй год уже не задумались о том, да, что второй год уже не борьба отошла на второй план? Да, уже. Ну, тогда вот тайком, на самом деле, вот никому не говорил, а тайком на первом курсе до декабря месяца, наверное, я ходил на посещал вольную борьбу. Борцовский зал, да? Да. Ага. Зал борьбы? Нет, не зал борьбы, а ЯГУ тогда. Там уже мои многие друзья там поступили. А к ним ходил и, соответственно, занимался. Вот. И, скажем, потом это дело бросил, так как уже... Ну, уже, как говорится, тут как-то легли, но, с другой стороны, это оказалась судьба, да? Да. Вот. Иногда уж, как говорится, сами того не подозревая. Да, после этого, после колледжа я поступаю
высшее учебное заведение. И вот там же, вот, в Санкт-Петербурге, например, я вот узнал, что есть такое блюдо, как мясо по-французски, там с ананасом. Так, а в Санкт-Петербурге что это было учебное заведение? Это Санкт-Петербургский университет профсоюзов. Мгм. Вот там я закончил менеджмент в сфере культуры. Мгм. Вот, и закончил благополучно. И обратно вот в Якутске, ну, скажем так, после окончания, на самом деле, я сразу поступил в качестве преподавателя. Вот Аграфена Дмитриевна сама позвала. И с тех пор я, скажем То есть так, она знала, что ты выпускник колледжа, пошел да, дальше да, учиться? да. Наверняка знала она. Ну да, да, да. И вот так приехал обратно, то есть родной колледж. Ага. Кстати, когда я уходил, закончил колледж, я думал, что никогда не приду. Почему-то так было. Ну, как бы бывает, выпускники говорят. Например, нет, да, никогда не говори, никогда. Вот своим выпускникам тоже говорю. Я больше в колледж не приду. Ага. Я говорю, никогда не говорите так, наоборот вы придете. Типа, с меня хватит, да? Да. Ну, то же самое я, например, говорил, я больше в горы никогда не пойду. Ага, Да, да, вот. первый раз ходил, говорил, пусть ходят туда те, которые это. Хотя вот так но, Да. как говорится, никогда не говори никогда. Не зарекайся, говорят у нас. Да, Ага. вот. И так, и таким образом. А это какой год был? 2008 года вообще начинается вообще педагогическая моя деятельность. С этого года начинается. То есть наверное, уже 15 лет, 16-й год пошел, да, юбилей. ну да, наверное, я не считаю. Ага, нет, Вот. ну как, с 2008 года я неплохо учился математике. Посчитайте. 16 лет. Вот, и с тех пор педагогическая деятельность начинается, и, конечно, сразу не становишься каким-то хорошим мастером, да? Ну, Это со временем приходит. Вот последние годы я ощущаю, что я, скажем так, много чего узнал вообще в своей сфере. Я же не только вокал преподаю, у меня еще есть квалификация, это звукорежиссер, так. и этим тоже очень много занимаюсь сейчас. Пишу песни, вот это могу так оторвать и мусор выкинуть. О, отлично вообще. Так умело, да? Да. Так, мусорка есть? Везде свои технологии. Да. Итак, с мясом, ну, чуть-чуть, да, процесс. Отбили мясо. Да. Наверное, да, сюда. Вот, после этого... Вот так же, да? Да, и начинаете мясо. Вот так. Упс. Пусть, да? Ну, да. Так, я мясо положу и сразу начинаю солить. Мгм. Перчить. Солить, перчить. Маслом намазывать туда-сюда не надо, да? Нужно, да, вот это масло? Нет. Нет. Не прилипнет? Хорошо. Наверное, Да. есть такие люди, телезрители, которые вообще очень хорошо готовят это блюдо. Ну, наверное, да. Ну, вообще разные интерпретации же есть вообще Да. мясо по-французски. Ну, то есть не сказать, что вот такой канонический рецепт и все. Верно, правильно говорят, что мясо по-французски изначально было, я приготовил советский. Историю. Да. Есть такая легенда? Да. Углубляться, если в историю, да? Да. Кто-то приготовил, но почему-то назвали мясо по-французски. Это же, ну, как бы, грубо говоря, слоеное получается. А потом в Париже приготовил. Ну вот я где-то услышал, когда вот Ага. интересовался блюдом. Вот одна из таких блюд, у меня любимых блюд, вот именно мясо по-французски. И так как я с севера, например, на первом месте у меня, угадайте, какое блюдо? Я с севера. Строганина. Любимое, да? Да, Ну, вообще всё- без всё строганины вообще ни одно мероприятие у меня не проходит. Новый год там и так далее. Ну да, получается, всю жизнь вы были, как говорится, любителем рыбы, Да. приехали в Санкт-Петербург, да? Нет, даже в Якутске, когда я учился, бывает же, например, да, такое, я не думал, что так будет. Когда приезжаешь, например, в Якутск, ну, студентом вуза, да, М. целый год вообще нехватка рыбы была вообще. Как будто ты вообще, ломка, да, вот такая вообще. Даже так, да? Да, вообще хочется рыбы вообще. И поэтому, например, если деньги
были, бывает, ну, тетя покупала, например, какие-то маленькие ряпушки там и так далее, чтобы там мы в холодном виде ели. Это того, что вот нехватка рыбы вообще очень сильно сказывалась. А потом постепенно привыкаешь Ну к да. этому. Вот как в Москве, например, многие студенты, наверняка, те, кто учились в центральной вузе, наверняка согласятся. Например, там бывают такие случаи, например, покупаешь мясо, Что-то не то. что-то не то. А когда суп не наваристый. отсюда отправляют мясо, Да, мои однокурсники там вместе собирались, да, например, фу, а что у вас, это посылка, как вкусно пахнет вообще. Там вообще по-другому пахнет наша вообще по-другому рыба. и по-другому все делается. Мне крутить надо. А? Давайте. Поближе. Так. Круто вообще. Круто. Посолимши Да. Потом вот и сюда поперчимши. соль, перец, да, соль, перец. Да, нам надо торопиться, закладывать уже нужно. Мгм. Так, после этого, скажем так, Сметана. обычно сметана, обычно Сметана. многие люди используют Майонез? майонез. Мгм. Ну, бывает, ну, скажем, майонез редко использую, на самом Мгм. деле. Я больше сметаны использую. Ложка. И ложку. Но обычно используют майонез. Но Я сметану часто использую. французы используют майонез, а мы сметану. Да. Ну, давайте так. И, соответственно, со сметаной чуть-чуть. Так. Так интересно То наблюдать. есть каждый кусочек тщательно вот так, да? Да, обрабатываем. Чувством, с толком, с расстановкой. Мгм. И немножко с любовью. Обязательно. С Да. душой, с любовью. То, что Каждое же- блюдо надо готовить с душой. мне кажется. Да, чуть-чуть кусочек души отдать, чтобы, говорят, получилось вкуснее. Ай. Стас, преподаватель специальных дисциплин. Мгм. Уже упомянули, что вокал, а что еще? Я помимо вокала преподаю аранжировку. Это Мгм. вообще тоже очень Это вот люблю. музыкальное оформление Да, музыкального произведения. да. Музыкальная тавтология какая-то Ну, получилась. скажем так, то есть как создается музыка вообще Мгм. от нуля. Мгм. Это пускай будет, скажем так, через компьютерная музыка или Мгм. это Ну, то есть на для- синтезаторах уже как бы, да? или это музыка для, не знаю, вокально-инструментального ансамбля, там Ну, уже живая практически. живая музыка, да. Ага. Ну, мне вообще очень нравится это дело. И студентов учу, как создается вообще с нуля музыка. Там Мгм. этот особый творческий подход, поэтому, скажем так, просто одним словом не скажешь, что это что за дисциплина, но это очень сугубо технический и творческий. Но все равно есть какой-то технологический цикл, да? Да, с чего начинается вообще написание музыкального произведения? Ну, смотря какая... Ну, допустим, песня. Давайте вот песня. Если готовая песня, да, например. Ну, я, допустим, сочинил песню, слова, взял чьи-то стихи, может быть, свои, Мгм. придумал мелодию, как мне кажется, что нигде она, которая не звучала, в голове родилась. Утром проснулся, такой, ох, Так, ничего себе, типа, так, вот ну, вроде так- как новая песня. ну тогда, наверное, скажем, вы... эту песню я слушаю сначала, да, в вашем исполнении, Мгм. и начинаю думать, какая аранжировка пойдет. Ну, какие музыкальные инструменты, какие лучше, инструменты. лучше ее. Бывают такие моменты, которые я очень долго думаю, например, что подойдет к этой песне, какие инструменты подойдут, какие, скажем, стиль какой будет. Стиль, примерно. да, потому что настроение у своей Да. песни. Вдруг это грустная песня, вдруг это Да, песня о поэтому любви. и на самом деле очень много общаюсь с этим автором, Ага. потому что Что он автор, хотел сказать, да, да? автор тоже какое-то, скажем так, мнение имеет. Ага. Вот, Вдруг и какое-то что-то переживал в это время да, именно об может, этом, это да? очень, на самом деле песни пишутся, мне кажется, те люди, которые пишут, ну, скажем так, из-за чего же так. Из-за чего-то, да. Да. Ну. Почему? Просто так. Например, мы, люди, которые уже свою жизнь связали именно профессиональной деятельностью, мы можем сочинить там по заказу там, и так далее. А те люди, которые, например, пишут для себя, для души, например, они же переживают. из-за Что- чего-то, свои переживания, да. Излагают с помощью как бы песни.
Итак, мы коснулись, да, вот написания песен, да. А я знаю, что вы и сами пишете, да? Да, я сам пишу. Ага. Много уже песен? Ну, скажем, есть. Я пишу для студентов, пишу для спектаклей, пишу песни. Ну, то есть можете и по заказу, можно и то, что Да. изживает. Да, по заказу. И, например, бывает, например, для студентов репертуар нужен. Для этого я пишу вот буквально, например, 3 дня назад одну песню для трио написал, например. Вот сегодня как раз съемка будет вечером. Вот 5 часов вечера у меня съемка. Вот тоже готовлюсь к этому. Вообще, ну, скажем, мне нравится сочинить, мне нравится работать со звуками, поэтому это очень интересное такое дело. Ну, Вот. понятно, да, это же, как говорится, всегда, говорят, тоже расхожая такая фраза есть, творческий процесс не яму копать. Можно и за целый век, за целую жизнь ничего не написать, такого-то путного, да, Да. а вдруг раз какая-то муза, и получилось вот это, Да. да. А вообще, рецепт хита, ну, говорят же, есть продюсеры, которые готовы взять что-то и превратить в это хит. Да, вот я считаю так, ну, например, если бывает каждый год потребность слушателей меняется. Вот. Кстати, и да. стиль музыки тоже меняется. Вот, и мне кажется, вот ногу со временем надо идти. Например, бывает, например, я хочу сегодня сочинить, например, какую-то песню для того, чтобы стал популярным. Для этого я изучаю, например, вообще сейчас какой стиль популярен, какую музыку слушает больше молодежь там, и так далее. Да? Исходя из этого, я музыку пишу. На самом деле аранжировка очень много чего означает для Да, популяризации. конечно. Может быть, песня без фонограммы, акапелла, да, будет звучать как-то не очень хорошо, а когда с музыкой, вообще, скажем Она так, окрашивается окрашивается, совершенно. да, окрашивается совершенно. Поэтому от аранжировщика очень много зависит, например, для того, чтобы музыка была популярной. Вот. И после этого, ну, скажем, если, например, хочешь, например, вот ваша музыка, например, да, чтобы популярна была сразу, соответственно, если это будет только аудио, то гарантии нету, что будет популярной. Поэтому обязательно на первую очередь надо снять клип. Хороший клип вообще, идеально хороший клип, интересный клип, чтобы молодежь слушал и смотрел. И, Ну, это скажем, чтобы вот когда наслаждался. попало в ротацию, чтобы Да, она ее да, пересылали, говорили, да. о, ребята, посмотрите, вообще, Да. тут вообще ребята сделали конфетку. Да, вот, Условно вот на так, да? самом деле сейчас есть такое, например, да, в связи с тем, что у нас сейчас очень развита, скажем, социальные сети. Социальные сети, да, ну то есть достигаемость, да. Да. Ну, вот мир стал уже. Да. Вот поэтому больше сейчас человек не слушает, а смотрит и слушает. Вот, поэтому, скажем так, если о вас, скажем так, после того, как у просмотра, скажем так, в голове осталось, например, ваше творчество у слушателей, соответственно, вас должны смотреть, а не слушать просто. Вот Ну, то есть, как бы, визуальный ряд тоже очень важен. Это очень важно. А потом уже, когда вы популярным будете, можно уже там аудио выпускать какие-то, да, эти. Поэтому изначально, если это только начинающий артист, мне кажется, вот надо начинать вот так. Не, ну если взять, допустим, феномен того, что вот мировыми звездами резко становятся, ну, например, вот кореец, да, Psy стал самым первым клипом, который набрал больше миллиарда просмотров. Да, но он же просто за счет чего-то вот это Gangnam Style, да, раз и бах, выстрелил. Ну, там... А кто до этого его слышал, кто его знал? И вдруг раз человек ворвался в мировые чарты, например. Ну, это для этого, конечно, работа продюсера. Да. Вот продюсер это такой человек, который, скажем так, все должен делать, скажем да, так, да? должен пробивать. Это и через социальные сети, это и реклама этого человека. Это продюсерство, это совершенно другая сфера. Да. Очень-очень. Который тоже не зря свой хлеб кушает. Да, конечно. Скажем так, да. Ну, слушай, а тогда возвращаясь к нашим родным пенатам, да, скажем, родным нашим, скажем, возвращаясь к нашим воранам, ну вот якутская эстрада, очень много певцов. Да, очень много, мы ими гордимся, мы их любим. Не зря мы говорим, что в Якутии очень много певцов, театр эстрады целый существует, да. Есть певцы, которые, ну вот те или иные певцы, которых, ну, есть своя аудитория уже давным-давно, и народные мастера есть, да, любимцы, но почему-то нету ни одного артиста, певца, который, ну, допустим, даже на российский рынок пробился бы, ну вот эстрада, поп-музыка. Хотя, может быть, и были какие-то поползновения, ну, если скажут, допустим, условно бы там
Ивану Иванову сказать, что ты станешь звездой российского уровня, ну кто бы откажется от этого же, правильно? Ну да. Что мешает? Может быть. Так, во-первых, Или просто это вопрос времени? Нет, это не вопрос времени. Это отношение артистов, наверное, больше, да, вот к своему творчеству. Так. Ну, например, бывают многие артисты, которые им комфортно здесь работать, в Якутии. Есть, например, для того, чтобы пробиться там, скажем так, в России, да, там, конечно... Чарты. Ну, скажем так, да, там, скажем, во-первых, должен быть очень хороший продюсер, который будет продвигать. Толкал его, да, Да, все радио, да, туда, да. сюда. Вот у нас в Якутии нет таких хороших продюсеров. Пока. Ну, надеюсь, пока. Я тоже надеюсь Да. пока. Потому что, ну как, кино снимали, Да. и в какой-то момент раз, и что-то случилось. Вот. И якутское кино, это, говорят, что целый Да, вот феномен сахавуд. Последние годы вот замечательное кино вот у нас как выросло. Да. Вот, и, соответственно, надеюсь, вот в скором будущем наша эстрада тоже вот наши Ну, то есть артисты кипело, тоже- и вот раз выкипело, да? Вот, например, Казахстан, например. Да. Вот очень хорошо они, каждый артист практически популярен в России. И то же самое, надеюсь, в скором будущем у нас. Это работа больше продюсеров, работа больше наши вот артисты, да. Почему, мне кажется, почему они дальше не продвигаются, потому что именно в финансовом плане Тоже. трудно им. Ну да, Потому да. что там очень много, ну скажем так, деньги крутятся огромные в Ну Москве, в России. Но с другой стороны, если ты там станешь, все, ты практически обеспечена жизнь. Да, конечно. Да. Поэтому каждый продюсер сначала, когда с тобой, тебя видит, смотрит, есть ли потенциал у тебя, например. Если нет потенциала, соответственно, не будет выкладываться. А это не только вокальные данные? Да, конечно. Это и харизма, это и пластика, это и внешность. Например. Это много Да. чего. Например, элементарно, например. И человеческие качества, да? Да, Готов ли ты выдержать Да. испытание славой? Конечно. Потому что психологическая устойчивость. Практически 24 часа работы. Да, да. Вот. Это кажется, что ты одну песню спел, и Да. потом лежишь, ждешь, сейчас я стану звездой Майкл Джексон номер 2. Например, Ну, условно, говорят да. же, да, мне тоже, например. Это страшный труд, да, я Да, понимаю. вот, например, артисты зарабатывают за одну песню 5 тысяч, ну, условно говоря, 5 Да, да, тысяч, да, да. например. Две песни спели, 10 да. тысяч, ну куда это годится? Да, Да, это вообще А как ни разу, они- я На знаю. самом деле, это огромный труд, это огромная Да. такая, скажем, Еще неизвестно, через Отдача что они вообще прошли, творчеству. сколько лет они занимались этим, да, потому что я тоже с этим согласен, да. аранжировка, вон, музыкантам мы тоже, которые песню пишем, например, мы говорим, за одну песню сколько будет стоить, например, ну, условно скажу, так, 30 будет. Ой, что за цена вообще? На самом деле, это за вас навсегда Это же копеечно, Да. по большому счету, если Вам на то пошло. всегда остается, вы через вот 30 тысяч вы можете за неделю отработать на эту сумму, на самом Ну, деле. условно, за вечер можно Да, 3 да. раза на И корпоратив этот сходил, и репертуар всё. как минимум 2 года у вас будет, например. Ага. Так что, ну, есть мои друзья, которые сейчас многими общаюсь, например, в Москве, Санкт-Петербурге, известные аранжировщики, звукорежиссеры. Например, у них райдер вообще такой огромный, когда мои творчество они знают, то есть, как сочиняют, знают, сочиняю я музыку там, и так далее, знают. Вот одну песню как раз мы с санкт-петербургским звукорежиссером, музыкантом, мы одну песню делаем для одной девушки. Скоро наверняка выйдет песня на якутском языке. Ямичаря. Вот мы планируем где-то в начале марта презентацию делать. Вот. И, нет, не Ямичаря, а другая песня. Я вообще запутался. Вот другая песня. Вот, и как раз вот с ним и вместе делали в тандеме. И надеюсь, в скором будущем эту песню вы услышите. Вот. И там, когда вот спрашивают, например, вообще за сколько делаешь музыку там, в Якутии там, и так далее, наверняка там ваша фонограмма стоит вообще такие, потому что там алмазы там, и так далее. Многие ассоциируют нас с алмазами почему-то. А потом, когда узнают реальные цены, Да, я это говорю, знаете, вот эту фонограмму, например, отправляю, например, какую-то запись, например, вот эту фонограмму я сделал, например, за 60 тысяч рублей. Я говорю, эту фонограмму за 60? Я говорю, да. Долларов? Да, типа такого. А я говорю, да ну, такую фонограмму тут практически примерно делается за как минимум 300 тысяч рублей. Вот так. Ну, то есть разные Да, эти уровни. цена разная. Вот, так что, надеюсь, ну, не надеюсь, у нас население маленькое, поэтому наверняка вот такие. Ну, тут круг свой потребления тоже, Да, скажем наверняка так, вот, да, небольшой. Но да. артистов очень много, согласитесь. Артистов Да, много. Певцов очень много. Да, и да. новые появляются. Да, Как очень говорится, много. у нас и конкурсов всевозможных, да, много, чтобы молодые таланты раскрывать. Да. Например, в 2000-х годах, когда я начинал петь, вот «Бабочка Холотар», Да. там артистов же мало было.
Да. Павел Семенов, там, Егоровы. Ская, там, да, вот, Условно все. да, вот. И тогда, конечно, очень мало было нас, поэтому люди посещали разные мероприятия, концерты. И тогда было такое время, когда фанаты были. Вот, Да. это вообще. А сейчас спокойно можно по улице ходить, например, звезда якутской эстрады на автобусе ездить, никто не заметит просто, да, или увидит, о, кто-то стоит. О, привет тебе. Да. Ну, да. Раньше такого не было, там не давали даже где-то на улице выходить вообще. Ну, чуть ли не Были так, да. такие Ну, случаи. чуть-чуть другие времена, да, конечно, были, да. Да, а упомянули, что и сами пели, да? Я сам пел, вот именно, Да. я вот, значит, Бабочкала Холотер, когда в составе ансамбля пел. После этого в 2005 году, 2006 году я, скажем так, много пел сольно. У нас коллектив был, ну, дуэтом пели, а Игорь потом, после этого я сольную карьеру делал. Потом, скажем... Почему оставил? Да, ну, скажем так? это, скажем так, не знаю, мне потом параллельно я начал заниматься педагогической деятельностью. И почему-то мне вот больше понравилась педагогическая деятельность, нежели вот... Почему? Еще, мне кажется, такой огромный, самый главный момент, это когда есть семья. То есть вовремя расстраивал свои приоритеты, да? Да, почему? Потому что там практически не видишься, и сам постоянно ты находишься на гастролях, постоянно ночью вообще, у тебя ночью начинается жизнь. Да. Вот практически до 4 до 3 утра у тебя начинается жизнь, а там, утром до обеда спишь. Вот поэтому вот такая жизнь. Ну и сейчас вы же говорите, что в 7 утра ушел, 10 вечера ушел. Да, сейчас Ну, хоть 10 прихожу. Хотя бы 10. Вот так, да? Ну, скажем так, ну, в семье понимают, видят результат. Ну, я же, скажем так, больше в студии сижу, больше занимаюсь на месте с детьми, поэтому у меня есть своя студия детская, вот поэтому еще мне почему-то нравится вот это дело больше. Больше нравится педагогическая деятельность. Да, и вижу результат, например, в детях, когда вот дети радуются, студенты радуются, что они достигают какого-то результата, от этого, например, мне приятно. Вот касаемо педагогического процесса, что нужно, чтобы человек стал хорошим певцом? Певцом. Ну вот, допустим, Или пришел на педагогом. вокальное отделение и говорит, я вот хочу, меня зовут Вот, Петя, я хочу стать певцом. Это Что, ну, конечно, вступительные экзамены, да, наверняка. Через это проходите, конечно, обязательно. Это упорный труд, вообще упорный. Я, скажем так, своих студентов, у меня студенты, я говорю, если хотите быть конкурентоспособными вот, в сфере шоу-бизнеса, вы должны выкладываться вообще по полной катушке, потому что и сейчас их так учу. Например, кстати, если смотрят родители там и так далее, кстати, первые дни вопросы задавали, почему в выходные дни мои дети занимаются там и так далее, да? Это дополнительно я их иногда зову. Типа доп. Занятия, куда где не пропадают, сколько можно учиться, да хватит уже. Ну, например, до 9. Человек растет без детства, без юношества, потому что и другие есть занятия более полезные вроде как бы. А потом говорит, через 4 года ваши дети закончат, а потом с них же будет требовать, по полной программе будет требовать. Вплоть до увольнения там и так далее. Тогда вы подумаете, что мой ребенок практически ни к чему не учился. Потому что, как правило, в колледж поступает без музыкального образования. Ну да. Вот, и мы должны через 4 года, например, вообще, они должны усвоить и музыкальную грамоту, и должны красиво петь, и должны на инструментах играть. Это за 4 года, представьте, это очень короткий срок. Поэтому каждый педагог заинтересован, чтобы его выпускник, его студент был профессионально развитым человеком. Вот, поэтому, то есть получил максимально да, того, максимально что дает преподаватель. Да. Вот поэтому вот я с ними вообще, скажем, жестко, строго. Жестко-строго. Конечно. Да. Мне говорят, не знаю, многие говорят, да, я строгий преподаватель. Я так, наверное, скажу, я больше требовательный, наверное, преподаватель. Ну, то есть ставите уже некие вот такие какие-то задачи, если не выполняет, ну, все, на второй год. Да. Ну, условно так, да? Условно так. Ну, И если строго. бывают такие моменты, например, если кого-то скажу, вау, ты хорошо выступил, они говорят, вау, вы меня так похвалили сегодня. Вот они даже удивляются. Я даже редко их хвалю. Почему? Потому что, ну, не знаю, я сильно не такой человек, который все время хвалит своих студентов.
То есть зря не хвалите. Да. Просто так, обычно же говорят, что вот Повод человека нужен. надо все время подбадривать, Да. чтобы он следующий день еще раз пришел воодушевленный. А в вашем случае не так. Нет, Редко. Да, я редко. Почему? Потому что они должны уже знать, что в будущем, когда они закончат, например, никто не будет так их хвалить. Мгм. Например, первый раз, когда на работу придешь, ой, вот так, никто тебе, скажем, на блюдечко не подаст, там, Да, что-то. да. Поэтому Ага. сами должны будете доказывать. Поэтому этому примерно я учу и во время учебного процесса. Мгм. Вот. Да. Да, вот мы наконец-то дождались. Семен нам нас всё принес готово. уже наше готовое блюдо. Сколько мы минут? 15 минут. 15-20 минут, да? Да. Да. Так, давайте уже раскладывать на тарелки. Да, сервировать. Кто это будет делать? Давайте наш герой этим займется. Вот, можно ложкой забрать. Можно ложкой, можно лопаткой. А, нож надо, да? Ну да. А, крутые ножи специальные для стейков. Можно вилку. Можно вилку. А, вам вилку, пожалуйста. Стасу вилку. И мне вилку. И специальные такие ножи для стейка, да? Да. Можно чуть-чуть зелени добавить. Вот такое блюдо я готовлю. Ну да. Нет, Не часто, но не, ну круто же получилось. Давайте, друзья, приятного аппетита нам. Да. Так, нож в правой руке. Получилось ли все правильно? оценит. Да, отлично. Спасибо. Здорово, здорово. Так, мы забыли упомянуть про конкурс. Сейчас идет, Вот это да. да, вот это да, конкурс на Якутия 24 на нашем канале, да, где Стас Петрович является председателем жюри. Да. Что расскажете про конкурс? Это вообще мой первый опыт, вообще, скажем так, в телевидении в качестве вот, жюри. Вот, И как раз нужно профессионально оценивать вокальные данные. Да, вокальные данные. Да. Вот, ну, скажем так, во-первых, скажем так, трудно было оценивать самодеятельный коллектив, потому что, скажем так, для меня это, на самом деле есть такое понятие, как, скажем так, оценивать самодеятельный коллектив трудновато. Почему? Потому что там не особо, скажем так, технические моменты оценишь. Ага. Вот там больше смотришь, например, на интонацию, подачу, да, как да. художественно сделан номер. На энергетику, да, может да, быть, вот да? эти моменты. Ну, то есть, когда вот этот энтузиазм Да. хлещет, да? Вообще, скажем так, на самом деле это вообще прекрасный проект, вообще, скажем, вот это да. Вот и как раз вот в случае я хочу поблагодарить Якутия 24. Да, уже второй, между Это прочим. второй, да, Уже второй сезон, да. Вот, здорово вообще там придумали, и благодаря этому конкурсу, наверняка, многие участвуют, те, кто вообще далеко находится от центра, вообще, от Якутска, и с этим пробуют себя в качестве там артистов, и там смотрят народ через телевизор, родственники смотрят через телевизор их. Это вообще, скажем так, прекрасный проект, мне кажется. Надо развивать этот проект, надо еще как-то интереснее сделать еще вот в техническом плане. Я там побывал, я смотрел, я свои предложения тоже высказал, как еще можно скажем так, улучшить, Да. Вот, и, скажем так, надеюсь, это будет еще дальше продолжаться. А так, вообще очень прекрасно. Мне очень интересно было работать, ездить, смотреть. Я, кстати, ну, в Мирном были, в Алдане были. Вот в Якутске. Выездные сессии, Выездные, да, вообще здорово. Очень, вообще, скажем так, состав, технический состав, которые ездили, прекрасные люди, прекрасные парни, все вообще очень хорошие люди. Ну, доволен, да? Да, очень довольны. Ну да, потому что аналогичный конкурс тоже вот на якутском телевидении, СНР, через этот конкурс уже многие нынешние звезды нашей эстрады пробились через этот конкурс. Да, они только-только начинали, ну или на начальном этапе своей творческой карьеры, они через этот конкурс стали известными широкому кругу Наверняка, да. публики. Да, Да, я так и согласен, есть, да. да. Ну, то есть надо пожелать этому конкурсу тоже творческих успехов. Процветание самое И главное. процветание, да, чтобы из года в год, да, выявляли молодые таланты, скажем Да, так. потому что, Неизвестных как авторов. правило, когда вот ездишь, да, смотришь, действительно там где-то, вот, например, в Нижнем Куранах или где-то в Алдане, Нюрнберге, находятся действительно очень хорошие, скажем так, голоса, Да. достойные голоса. Но вдруг, Вот, чем черт не шутит, как говорится, да?
Да. Но в силу обстоятельств наверняка там живут и поют. Вот. Так что таких людей, мне кажется, надо показывать. И... Потому что да, действительно же говорят, в первую очередь поет душа. Так? Ну, да, согласен. Да. Согласен, потому Вот без души и у никак. меня крайне такой вопрос, который может быть такой меркантильный. А любого человека можно научить петь? Ну, допустим, условного меня. Так, ну, многие говорят, да, при педагоге, можно ли научить любого человека? На самом деле можно научить, но смотря, например, сколько времени дается мне. Например, бывает, например, я за неделю выучу любого человека, но такого не бывает. Ну да, если это, человек это музыкально, сказка, да, конечно. да, это сильно, это бывают такие, если человек ни разу не пел, но музыкально развит, то есть музыкальный слух развит, соответственно, этого человека можно выучить за неделю. Даже так. А если, например, человек, ну, скажем так, говорит всегда, Медведь на ухо? да, всегда говорит, что караоке пою, но на самом деле музыкально сильно не развит, с таким человеком надо работать и, соответственно, время Его потребуется. подправлять, да? Много времени займет, например, чтобы с ним заниматься. Ну хорошо, Стас Петрович, да, Поэтому- наше время, к сожалению, да, заканчивается, да, и у нас такая добрая традиция есть в конце нашей передачи, пожалуйста, вот на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Уважаемые телезрители, вообще очень приятно, что я сегодня побывал и приготовил, ну, скажем так, свое любимое блюдо. И хотелось бы вам пожелать счастья, чтобы вы никогда не болели, чтобы ваши близкие, родные люди всегда были рядом. Будьте счастливы, берегите себя. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях преподаватель специальных дисциплин колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой, Стас Петрович Олисов. Стас Петрович, Спасибо еще раз спасибо большое. За помощь. Семен Тарбахов и я, Петр Цыпандин. На этом мы, друзья, с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Просто вкусно. Да, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. А мы Мы продолжаем, да? продолжаем кушать.